Салям, друзья, меня зовут Алия, и сегодня у нас под шубой елочка, праздничная атмосфера, но разговаривать мы будем на такую грустную тему, я бы даже сказала глупую тему. Я сейчас вам расскажу, сами решите, я очень надеюсь, что вы меня поддержите, так же, как и все поддерживают. Господи, я так волнуюсь. Сейчас расскажу с нуля, что произошло. Покажу вам в разрезе, как мой салатик. Вау. Как вам видно? Мы реально этот салат кушаем только на Новый год. Это наша семья. Когда я кушаю под шубой, я всегда вспоминаю тот прикол, который пишет одна девушка в группе. Девочки, спасайте, где купить розовый майонез? А для чего он тебе? Чтобы сделать селедку под шубой. Окей, сейчас не об этом. Короче, в час ночи до этого к нам звонит звонок человек какой-то, да, я думаю, человек. И убегает, короче, я подхожу к двери, а я слышу, как этот человек убегает и хлопает дверью своей. А я не пойму. А как вы знаете, я дома одна бываю. И мне было очень страшно, не поняла, что это, кто это, для чего он это делает. Я позвонила своему парню. Говорю, кто-то стучится уже сколько раз, кто на звонок нажимает и убегает, типа. Он испугался, приехал с другом, они были с другом. Подежурили у меня возле подъезда. И потом я в группу написала. У нас есть группа подъезда. Написала, что это такое, кто стучится на моем этаже. Я написала номер этажа. И так буду сейчас шифроваться, потому что уже, знаете, страхово вообще говорить что-либо в этом мире. У меня обычная водичка под шубой. Я не хотела перебивать другими какими-то вкусами, поэтому сегодня реально лайтовое видео, вообще не готовилась. То есть я приготовила, конечно, под шубой. Я имею в виду тему разговора. После чего в группу тоже написала, а кто-то мне ответил. Это девочка из соседней квартиры. Я говорю, окей, я думала, она играется, потому что мы тоже игрались давно, когда мы жили в общежитии. А мы жили в общежитии, когда я была совсем маленькая. Мы тоже так делали. Там же много-много комнат, длинный коридор. Кому-то стучались и убегали. И думала, ладно, окей. Я вообще не обращаю на такое внимание. Когда соседи шумят, мне наплевать на это. Я никуда не жалуюсь, никому не звоню. У меня дел нет, вообще других людей, до их жизни, до их судеб и так далее. Даже когда мой ребенок спит, и кто-то дрелью что-то делает, я ничего не говорю вообще. И все, потом она перестала. На следующий день она опять так стучится, короче. В 10:30 постучалась. Мне было по-прежнему страшно открывать.
А потом я спрашиваю, кто это? Она говорит, можно? Позвоните моей маме. Я говорю, а где она? Она говорит, не знаю, куда-то ушла. И она, как потом выяснилось, она мне рассказывала вообще выдуманную историю. Это нормально для детей в их возрасте. Там что-то рассказывала, типа мама с кем-то там ушла, уехала на машине и так далее. А я просто на автомате беру телефон. Она говорит, позвоните моей маме, я звоню, она не берет, говорит. Я говорю, ну, значит, она занята. Подожди, дождись маму дома, не выходи в подъезд, еще сказала. И после этого я беру телефон и просто на автомате пишу пост, типа, только что пришла маленькая девочка, сказала, дома нет ее мамы. Я хочу обратиться к вам. Не оставляйте детей ребенка одного, и никакой мужчина этого не стоит и так далее. Был такой просто посыл. Этим постом я никого не обижала, ничью личность я не трогала, имена не указывала, адреса не указывала. Но я в этом плане знаю закон, да. После чего в общем, в третий день была тишина, и в четвертый день опять эта девочка ходила, стучалась, и соседка снизу, оказывается, написала заявление на них, да, то, что, ребенок ходит. И на следующее утро выясняется, что на меня написали заявление. За то, что я выложила пост, типа, тронула чью-то личность, но, опять же, повторяюсь, я личность не трогала. Ни лиц, ни адреса, ничего я не указывала, да. Она говорит, что ей начали отправлять, типа, мол, вот про вас написали. Но я не поняла, как люди поняли, что это про нее вообще. Я вообще не знакома была с ней. И после заявления, получается, к обеду приходит ко мне участковый и пишет объяснительное, типа, что случилось, рассказывайте. Я рассказываю. Все как есть рассказала, он там записал. И в это время... ладно, я про это не буду говорить. В общем, все, он ушел. На следующий день меня вызвали туда опять. Не опять, а в первый раз. И мы поговорили. Там начальник адекватный. Он все вот это дело прочитал, понял, что да как. И все, короче. И мы с этой девушкой поговорили. Там, короче, оказалось, что она просто выходила там один раз в магазин, другой раз еще куда-то. Это уже не мое дело, реально. Я вообще... Для меня не важно, кто чем занимается, кто что делает, где что ходит, да. Мне вообще пофигу. Этот начальник мне сказал, надо было тогда сразу в 102 позвонить, а не писать посты, типа. Я говорю, окей. Реально это была моя ошибка, но опять же повторяюсь, я не желаю никому зла, ничего плохого. Поэтому я и не вызывала. Короче. С этой девушкой мы переписались, типа, адекватная женщина оказалась, и нормально там пообщались. На хорошей ноте попрощались, так сказать, так как соседи. Она сказала, я вспылила, типа, не подумала, пошла, написала заявление, простите, что такие неудобства и так далее. Я говорю, ничего страшного, окей, я вам плохого не желаю, пусть у вас все будет хорошо и так далее. Все, вот так, как бы мы пообщались. Просто дело в том, что мне было реально жутко неприятно ходить по таким вот местам, общаться с такими людьми, да, я имею в виду сотрудниками, там, чтобы ко мне они заходили домой. Вообще такое я вообще не люблю.
И, конечно же, влетело мне от родителей, типа, ты что делаешь, зачем ты это выкладываешь вообще, зачем тебе эти соцсети и так далее, потому что они у меня госслужащие. От друга прилетело еще, у меня друг прокурор, он не смотрит мои видео, к счастью. Он сказал, он вообще не любит такое, он не поддерживает, он постоянно ругается, типа, зачем ты ведешь такие блоги, вообще ничего не выкладывай. Ну, у него там стоит фотка не трехлетней, 10-летней давности, короче, вообще не активный в соцсетях. А меня так постоянно говорит, типа, вообще не надо, зачем ты этим занимаешься? И от него тоже влетело, типа, он говорит, а зачем ты выложила, чтобы люди перестали быть суками? Не люди, а чтобы эта женщина перестала быть сукой. Я говорю, ну, чтобы все перестали быть суками. Он говорит, а что, все перестали? Я говорю, не знаю. Он говорит, ну вот, зачем ты вообще лезешь, говорит, туда? Я говорю, ну, по факту я написала то, что относится к моей жизни, да, то есть у меня так случилось в жизни, я этим поделилась в Инстаграме. Это нормальное явление для того, кто активно ведет. Просто вот этот факт того, что... Смотрите, как я чищу мандарин. Факт того, что на меня написали заявление, мне неприятно. В общем-то, со мной разобрались. Мне сказали, все окей, типа, ну, типа, все нормально, все окей. Но просто, по идее, они могли мне сказать, почему ты не звонишь 102. Это твоя гражданская обязанность и так далее. Просто я не видела реально в первый день эту девочку. Второй день я ее запустила домой, но в это время мама написала ей, что она идет домой. Ну, в третий день вызвала уже другая соседка. Поэтому, ну, у этой девушки все равно бы были проблемы, просто это вообще лишнее, да, то есть, ну, ни о чем просто. Когда в первый день он заполнял объяснительное от меня, да, то есть, типа, что произошло, как произошло, я его сфоткала сзади и выложила, как вы видели сами, вот, поэтому многие интересовались, я решила рассказать, в чем проблема. Все в этой ситуации разрешилось. Женщина оказалась адекватной, мы с ней нормально поговорили, она все поняла. Но я, чисто человеческий фактор, да, я все равно скрыла эту публикацию, хотя я в себе уверена, я там права, да, никого я не трогала и так далее, просто она по-человечески попросила, говорит, мне неприятно просто, ну, так как уже все увидели, типа, ну, потому что, ну, или она натравила всех на меня, или что, потому что все начали ко мне заходить и писать в ее защиту, мои тоже не дремлют. Тоже писали, кажется, там война была. Я говорю, ну вы, если бы сами не написали туда, никто бы не знал, что это вы вообще-то. Вот. И, в общем-то, она попросила так по-человечески, я вот скрыла. Вот это заявление ей вернули, то есть сказали, ну, типа, ну, нет основания. Если вы не удовлетворены, можете идти в суд. Она отказалась идти в суд, потому что поняла все, и мы на нормальной ноте так это попрощались. Опять же повторяюсь, вообще у меня дел нет ни до кого. Тем более идет Новый год. Не надо друг другу пакостить, да? Очень вкусно я сделала.
салатик сама себе. Какой я урок получила? Если ты видишь что-то ненормальное в жизни, надо сразу предпринимать меры по закону. В моем случае я могла там позвонить в 102, да. Что-то вы увидели на улице, опять же сразу звоните куда надо. Это все для того, чтобы предотвратить какие-то неприятности, возможно, и так далее. Потому что если с другой стороны посмотреть на эту ситуацию, по идее, это очень опасно было. Доем вместе с вами. Хотя я уже капец наелась. И самое главное, что я из этого вынесла, то, что не нужно жалеть никого. Если ты видишь, что ситуация ненормальная, не нужно думать о ком-то и думать, ой, жалко будет человека, ой, я лучше промолчу. Это наша такая казахская фишка, знаете, ни о чем просто. Потому что тебя никто жалеть не будет. Я вот это поняла. А тебе никто не будет даже думать. Типа, ей будет неприятно, ей будет плохо, там, нафиг. Там, ее репутацию не надо там портить в комментариях и так далее. Об этом никто не подумал. Ну, в то время, когда я думала о ком-то, да, я переживала о ком-то, думала, чтобы, не нужно делать плохое этому человеку, да, типа, и промолчала, когда нужно было не молчать. Поэтому в наше время, в этот наш век, в котором мы с вами проживаем, не нужно жалеть никого, думать и сожалеть. Просто еще нельзя верить никому, потому что были люди, которые в этой ситуации мне просто, да, все нормально, ты что, все будет окей, будет чики-пуки, все это, не переживай там и так далее. А за спиной говорят, да, это недоблогерша. Вот на нее написали заявление. Да, она виновата реально, давайте там ее засудим и так далее. Это вообще пипец. Благо, что в жизни есть реально хорошие, адекватные люди, которые вовремя могут там взять паузу, понять всю ситуацию, действительно сказать, что это права, это не права и так далее. И делать грамотно, да, грамотно, правильно, то есть чтобы без нервов и так далее. По идее, я была в себе уверена, поэтому была спокойна в целом. Да, спокойно была. Но все равно неприятно. Я не из тех, кто там скандалит, ругается, куда-то лезет и так далее. Поэтому мне было неприятно. Спасибо, что составили компанию. Спасибо, что вы меня послушали. Буду ждать ваши комментарии. Вашу поддержку. Спасибо, что интересуетесь. Я очень наелась. Был очень вкусный салат. Я просто обожаю селедку под шубой. Мой самый любимый и самый простой салатик, наверное. Сделайте себе тоже. Я надеюсь, что я смогла раскрыть ваш аппетит. Так что спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной. Пока-пока.